у нас, правда, сейчас развивается ММА, поэтому мне самому интересно стало здесь участвовать. Здесь будут драться два профессиональных боксера. Думал агрессию, соперник будет агрессивный. Исламбек, говорит, зовет, так смотрю, и шоколадку мне Казахстан подарил. Улыбка дарит теплоту, да? Правильно? Однозначно. Бұл да қазақтың нағыз батыр жігіті, жақсы төбелеседі. Түрін қараса адам өлтіруге үшін дайын. Как тебе твой оппонент? Насралла? Да, так профиль посмотрел, особо ничего не увидел. В 2017 году рак легких. Врачи вообще поставили крест, хотели отрезать легкие. Если умру, то целым. У меня сейчас 6-0. 6-0, Да. да, идет? Сколько из них нокаутов? Все. Давайте мне какого-нибудь топа. И в дальнейшем я пояс 57, он будет мой. 13 лет первый раз, мужика вырубил. По плечу дал, он на меня повернулся. Самое главное, мотивация жить. Завтра будет Да. тяжело, тебе очень рад. Желаю удачи. Вы не Филигранный. смотрите, что эти парни так дружелюбно общаются, я уверен, что бой будет лютый. Ассаламу алейкум, рады приветствовать вас на очередной пресс-конференции Nomad Fighting Championship. С вами я, Мухамеджан, и мой напарник Нурдавлат. Сегодня на нашей пресс-конференции мы обсудим противостояние двух стран, Казахстана и Узбекистана, и также обсудим бой яркого представителя команды Тобе Топ Тим Хайрата Жарикеева и его оппонента, узбекистанского бойца Хакимова Муртаза. Титульный партнер турнира – компания Алимбет, ставший лучшим букмекером по итогам премии РБ 2022. Алимбет предоставляет широкую линию ставок на события и матчи, дарит бонусы и делает эмоции от побед еще ярче. Ну что, я думаю, мы начнем. И начнем обсуждать сегодняшнюю пресс-конференцию с тяжеловесов. Сегодня у нас в гостях Хасаев Магомед приехал из Чеченской Республики. Против него будет драться Нурсултан Турсункулов, который сегодня присутствует вместе с тренером, старшим братом Хуанышем Исламовым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я думаю, лучше будет начать с гостя. Магомед, хотел бы немного, чтобы ты рассказал о себе публике. Расскажи, в принципе, о себе, о своих спортивных достижениях, о бэкграунде, базе и так далее. Ассаламу алейкум всем. Я в Кубок России дрался, чемпионат, рукопашный бою. Немного побоксировал. Вольная борьба, просто смешанные все. Просто интересно бывает, дерусь. Вот такой. Сколько ты сейчас весишь? 93-4, наверное. То есть ты выходишь, так сказать, с недовесом, да, в тяжелую весовую категорию? Да. Базовый ты вольный борец, если не ошибаюсь. Да, верно? вольный, да. Вольная борьба. Отлично. Успел ли ты как-то ознакомиться со своим оппонентом, получается, посмотреть его бои, как-то изучить его? Не видел бои, честно говоря. Вот вижу его. Посмотрим послезавтра. Иншаллах. Подеремся. Нурсултан, ассаламу алейкум. Алейкум Тағы да. ассалам. Қалайсыңдар? Жақсы. Қалай дайындық? Рахмет. Анада біз сенімен бойды ұйымдастырамыз деген едік. Болмай қалды, өкінішке орай. Енді осы жекпе-жек болайын деп жатыр. Не күтіп жатсың осы жекпе-жектен? Рахмет. Осы жарты жыл болды күтіп жүргенім. Қанша спортсмен. Иә, оның үстіне травма алдық. Тренерлеріме рахмет. Қолдап әйтеуір. Дайындық жақсы. Енді бұл жігіт емес, маған Өзбекстанның Бекзат деген жігітті берді ғой негізі. Ол жігіт келе алмай қалды жағдаймен. Сол үшін енді кеше ауысты. Альхамдулилля, көреміз ертең, Құдай қаласа. Иншалла, брат. Рахмет, что принял. Да, я вот для зрителей Nomad Fighting расскажу, что была замена, получается. Весь этот карт был выстроен, на самом деле, как казахстанские бойцы против бойцов из Узбекистана. Но, к сожалению, прямо на последний момент у нас произошли замены. И вместо Бигзода Равшанова, который должен был подраться против Нурсултана, на коротком уведомлении вышел вот Магомед Хасаев. Мне кажется, ваш бой будет очень прям таким зрелищным. Оба парня заряжены на победу. Хуаныш, хотел у тебя спросить, как ты, как тренер, оцениваешь навыки, получается, Нурсултана, и готов ли он сейчас к этому бою? Ассаламу алейкум. Хотел поприветствовать всех бойцов, братьев. Во-первых, хочу поблагодарить брата Баракаллах за короткое уведомление, то, что принял бой
Желаю подойти к поединку без травм, на холодную голову, и пусть победит сильнейший. Иншаллах. По поводу подготовки, Мухамеджан, подготовка прошла хорошо, никаких травм нету, вес особо не гоняли, так как тяж. В целом мы готовы. Сейчас вес Нурсултана какой? 100. 100 килограммов. 100 килограммов, да? Отлично. Килограммов 4-5 скинул в процесс тренировок. Сейчас, можно сказать, в хорошей форме. Сколько ждали, и завтра, надеюсь, они покажут красивый зрелищный бой. Мы в предвкушении, если честно. За то, что вам огромная благодарность, то, что нашли соперника, договорились, то, что продвигаете казахстанский поп ММА. Больших побед, достижений вам, чтобы Номад был на мировой арене. Спасибо большое. Что, я думаю, здесь парни не так многословны. Короткое уведомление. В принципе, они друг друга и не знают, никакой истории не было. Но вижу между вами уважение. Я Буду хотел рад увидеть. қазақша айта берейінші. Айты. Мен өзімнің бауырыма Ғазиз Кенжехан менің менеджерім. Соған рахметімді айтқым келеді. Алла разы болсын. Азамат Бақыт, красавчик, боец нағыз. Тоже спарринг партнер болды. Сосын Бердібиев, Арман тренермен бірінші тренер, боксер, бокстан дайындады. Сосын Қуаныш ағам, тоже бокстан дайындады. Сосын недавно боксерский клуб ашылды. Лайки Цент деген, білесіздер ма? Да, Сол слышали. жерге Руслан Задарновский. бізді шақырды ашылуына. Біз қатыстық Алланың қалауымен. Сосын мені неге шақырды? Өзінің залына шақырды. Боксерский зал. Мгм. Русланның қазіргі мен айтайын деген ол жерде мен нағыз хищниктерді көрдім. Нағыз боецтерді көрдім. Мен қазір Қазақстанның номер 1 проф бойлар деп айта аламын. Боецтер деп айта аламын да, мықты. Мгм. Мен сол жерде дайындалдым. Сосын өзіміздің тренерімнің қасында дайындалдым. Сосын Арман аға да қатыстым жақсы. Альхамдулилля, рахмет айтам, сол алғысымды айтайын дегенім ғой. Сол жерде дайындалдым. Жарты жыл күттім, көрдіңіздер енді. Россиядан келіп тұр, рахмет, Алла разы болсын. Қолдап осылай келіп, әйтеуір дұрысынан. У меня вопрос. Ты вот сказал, что ты пошел в боксерский клуб, да, Lucky Cent, если не ошибаюсь? Не, я там Он тренировался. присутствовал и тренировался с присутствовал. ребятами, которые там вот А дерутся, на что у тебя база получается. какая была? У меня ушу Санда вообще. Ушу Санда. Я ушу Сандист. Ага. Ушу Санда. Все, услышал. Когда жас кезімде бокспен қатысқам. Мгм. Күреске де қатыстым, грэпплингке де қатыстым. Ну, қазақша ғой енді. Мгм. былай. Ондай профессиональный емес. Слышал. Понял. Иә. Если что-то добавить, Магомед, от себя, Может быть, спросить? обращение к публике, там что-то высказать. Все нормально, спасибо всем. А еще сюда пришел я драться 84 килограмм, 18 сбросили, еще 6 килограмм не смог бросить. Вот так, короче, остался я здесь. Иншаллах, увидимся в бою. Твоя родная весовая категория получается 84, верно? Да, 84. Ага, услышал. Да, получается, у нас почти 2 боя будет, да, с такой Большим разницей, перевесом. да. Ну, парни уверены в себе. Я думаю, на примере даже Самата Кыргыза он показал, да, что вес не имеет значения в кулачке. 100%. Ну, вообще не имеет значения, 500 ход. Иншаллах, покажем. Любительская база есть у тебя? Бэкграунд любительский? Как Выступал, вы? может быть? Да, выступал. Не профессионально выступал, обычно любительский. Профессионально тоже выступал? про любительский спрашивают бэкграунд. Как начинал? Какие-то... Ну, вольные борьбы, короче, вот так интерес ММА стало широкопашной, вот так пошло. С рукопашки. Примерно, я думаю, одинаковые представители вот школы. Смешанные единоборства, Да, получается. да, смешанный смешанные. стиль в обоих. Я думаю, можем устроить стардаун. Томить Паш, не будем. Есть желание устроить стардаун? Да, конечно, спасибо. Нужно, главное, вот к середине пройти. Нормально. Иншаллах, выиграем, иншаллах. Альхамдулилля. Спасибо вам. Идите.
Ну, а мы переходим дальше, получается, к обсуждению следующей пары. У нас в этом выпуске очень много профессиональных боксеров собралось. Один из них — это Абай Тулеш против Диаса Ажибая, который вышел также на коротком уведомлении, заменив вот второго бойца, который не смог приехать с Узбекистана. Ассаламу алейкум еще раз. Уалейкум ассалам. Абай, сенен бастайтын сияқтымыз. Бізде бірінші рет келіп тұрсың. Өзің жайлы танымаған сені халыққа, аудиторияға айтып кетсең. Рахмет, Мұхаммеджан. Наматқа дебютқа келіп отырмын қазір. Өзім проф боксер болғам, любительский бокс асқам. Рекорд 8-1. 8-1, да? Иә. Диасқа рахмет. Осы қысқа уақытта шешім қабылдап шығуға. Соңғы жекпе-жегің қашан өтті бокстан? Ол уже так 1,5 жыл болып қалды. 1,5 жыл ішінде сонда сенде простой болды ма? Болмаса сен басқа спорттарда қатысып жүрдің ба? Жоқ, мен проф карьераны тоқтатқам. 1,5 жыл болды. Қазір енді қайтадан қайтып келе жатсың. Жоқ, проф боксқа шықпаймын. Имею в виду спорттың өзіне? Или сен именно проф бокс қойып кеттің ба? Именно проф боксқа шықпаймын. Карьера тоқтаған ол жерден. Жалпы бұлай өзім тренировка істеп жүрмін. Для себя постоянно. Причину можно узнать, почему вы решил остановить профессиональную карьеру? Мне кажется, рекорд 8-1 это внушающе. Қою керек болды. Да. Все, услышал. Диас, ассаламу алейкум еще раз. Алейкум ассалам. Возвращение Черного Тигра на нашу конференцию. Как дела? Расскажи, чем занимаешься, как вообще ты вновь спас наш карт. Опять же, Диас Ажибай — это тот парень, который не спрашивает, кто оппонент, он спрашивает только дату и вес. С весом, конечно, бывают проблемы, но, в принципе, он здесь с нами. Расскажи вообще, как ты? Да, со мной все отлично. Я принял бой только вчера, мне вчера согласились на этот бой. Были свои причины, моего соглашения на таком коротком уведомлении. Но, думаю, в будущем Намат мне даст шанс, чтобы подготовиться и выйти, показать себя еще раз в полной подготовке. Ты успел ознакомиться с боями Абая? Да, я смотрел его Инстаграм. У него прекрасная семья, я понаблюдал его по тренировкам. Да, я даже, по-моему, он выступал, по-моему, 2 года назад в Алматы-арене, там, в МТК Казахстан, да, по-моему, вечер бокса был. Я там, по-моему, даже охранником был, смотрел на него. Интересно. Смотри, какая судьба, да? Теперь это твой оппонент уже. Прям такого сверхъестественного я не вижу, да, потому что я спарринговал с профессиональным боксером, не буду называть имена, но у меня тоже хороший опыт, не первый день в боксе, и надеюсь на свой характер. С весом как? С весом Сейчас ощущаются какие-то проблемы, потому что мне нужно согнать 6 килограмм. Вчера согнал 2, но уже самочувствие чуть снизилось. Я не хочу пугать организацию, что на грани срыва, да, но изо всех сил постараюсь сегодня сгонять оставшие 4 килограмма до завтра. Да, мне интересно посмотреть очень сильно на ваш бой, потому что все равно, если судить по регалиям, это прям большая разница. Он профбоксер, получается, ты кандидат в мастера спорта по боксу, верно? Боксер екенін мен енді біліп отырмын ше бұлай. Борец деп ойладым өмірден? Жоқ, қатысқанын былай білемін ғой енді. Особо былай танымаған екен енді. Я былай сборда негізінде там особых регалий нету, чтобы меня узнавать, да, Но я кандидат в мастера спорта, также чемпион города Алматы, Казахстан. Ну, сам Диас пришел сюда не просто выступить, верно? Конечно. Пришел удивить публику. Есть какой-то определенный план? Потому что в любом случае оппонент определенно, высокого да, класса. мы все знаем то, что он считается фаворитом, на 90%. Но я постараюсь удивить публику, да, Совершить апсет. Есть ли какой-нибудь такой, знаешь, прогноз навскидку? Рассчитываю на свою игру в этом бою. Я буду стараться переиграть его. Будешь держать его на дистанции? Да. Слышал? Фаворит деп санамаймын дейсің бе өзіңді? Жоқ, еш жерде бұл ринг. Ешкім еш нәрсе айта алмайды ол рингте. Может, бір удар шешіп кетеді. Бір удар жайлы айтпақшы, нокаутқа бар ма план? Досрочная победа деген. Ондай настрой алдын ала қою жоқ менде. А вообще 9 бойдың ішінен қаншауы бітті досрочно? Досрочно бір 5-еуі ма солай біткен. Нокаутпен. Нокаутпен. Негізі соққын мықты, ауыр.
солай айтатын шығар енді өзіміз Өзін мақтамаймын десей. мақтамаймыз олай. Не, у Көп него удар сөйлемейміз. хороший, он там жестко вырубал людей. Да. қоса кетейін болады Иә, ғой иә, әрине, айта бер. мұхамеджан болар елдің балдары бір бірін батыр дейді, болмас елдің балдары бір бірін қатын дейді. Біз қазақтың баласы. Мен айтайын дегенім, қасында Қайрат отыр. Осы бірге әлем чемпионатына бардық, Амстердамға. Чемпион болды, бұл да чемпион болды, альхамдулилля, Алланың қалауымен. Сосын бұл Абай Төлеш, менің өзімнің туған бауырым, руласым, інім. Мен бұған айттым, ләжі болса қазақтармен төбелеспей-ақ қой дедім. Мен бөлгенде емес, біз бөлмейміз. Просто мен түсіндіріп айттым. Бұл мен бауырым болған, бұл мен қаным. Біздің шежіремізде қазақты ұру деген жазылмаған. Сол үшін енді келесі бойда ләжі болса басқаны беріңдерші, негізі болған. Алдын ала айтқам негізінде. Өзбекстанға келмекші еді, ол да отказ берді. Басқа шетелден солай. Біз нацияға бөліп тұрған жоқпыз, дұрыс түсініңіздер да? Біз нация бөліп тұрған жоқпыз. Біздің шежіремізде қазақпен төбелесу жоқ. Өзім болсын, кіші жүз болсын. Жоқ, білем, иә, маған басында айтқан. Иә, Мұхамеджан болмасыншы деп. Бірақ енді осындай жағдай болып қалды ғой. На коротком уведомлении шықты. Мен звондадым, әдейі сұрадым сенен. Қабылдайсың ба деп, сен болды, смело дедім. И скажу честно, Абай, на тебя тяжело найти оппонента. Я же говорю, вот наш Диас Ажибай безотказно согласился, без проблем, но найти было тоже тяжело. А так, иә, қанша отказ берді. Енді бірінші дебютқа про боксерға қарсы шықпайтын шығарым дегендей да, понимаешь? Ол жігітті біз көрдік қой, бойын білеміз. Шықтық, көрдік бұменде. Бұл да қазақтың нағыз батыр жігіті, жақсы төбелеседі. Түрін қарса, адам өлтіруге шын дайын. Жоқ, рас қой. Өзбекстан халқы молодцы, спортсмендер. Өзбекстан мықты дамып келіп жатыр. Бокстан болсын, ММА-ден болсын. Молодцы, алға. И қазақ пен қазақты төбелестірмеу деген жайлы әрине әркімде өзінің шешімі бар, бірақ не болса да спорт қой. Бұл жерде барлығы тең. Бұл жерде спортивный интерес бірінші кезекте. Сондықтан енді әрине келесі жекпе-жекте көрерміз. Иә, сол ары қарап Құдай қаласа болып жатса, сол шетелден солай. Сен біздің лигаға негізі біразге келейін деп тұрсың ғой, ондай болса, иә? Уже наперед кетіп баратсың. Енді көреміз ғой ары қарап. 84-те мысалы қазақ чемпион болатын болсашы. Мысалы Қайратбек чемпион болды дейік 84-те. Сен чемпионский амбицияларың бар ма осы Наматта? Он по ходу көреміз. Хорошо, хорошо. Надо попробовать первый бой в любом случае. Недавно еще Мухамеджан на чемпионате, на Кубке Казахстана по жек-пе-жек дрался он. По жек-пе-жек дрался? С моим учеником в финале встретились. Я тогда заметил его, то, что первый раунд он очень бьющий. Я потом ученику сказал, проходи проход. И по схеме отработали. А так очень зрелищный бой будет. И удары очень... Видно про боксер, да? Мне самому интересно посмотреть. Да, меня тоже интригует очень сильно этот бой. Я думаю, что, устроим стардаун? Да, давайте. Нурдалат, проведешь? Давайте. Все, Рахмет. А мы продолжаем. Переходим к наилегчайшему весу. Возвращение фельдшера Эрнеста Кокомбаева. И у нас гость из Узбекистана Насралан Наймонов. Ассаламу алейкум, еще раз вас всех приветствую. Насралла, я думаю, также по традиции нашей, по нашему гостеприимству мы начинаем с гостей. Поэтому расскажи немного о себе, пожалуйста, о своей спортивной составляющей, бэкграунде, регалии и так далее. Всем салам алейкум, вам тоже салам алейкум. Насчет боя рассказать о себе, ну, готовюсь к этому очень хорошо. Как бы было время, трудное время. Тренировались с утра, вечером, готовились к этому бою. И соперник бои смотрел, хорошо боксировал. У вас же привел он 2 боя, правильно? Да, все верно. Да, хороший боксер. Почему бы нет проверять себя? Ты сам боксер, получается, да? Да. Спортивный разряд? Раньше я по текстильным боксам занимался. Первое место занял Республику Узбекистан в 2018 году. Потом было время, трудный момент, и бросил спорт.
также поехал в Россию, и там огромное спасибо одному человеку, что к этому боксу меня вытащил. Мгм. По боксу занимался, там уже начал в России заниматься. Получается, стал чемпионом Узбекистана в 2018 году, был Да, по простой, тайскому потом боксу. поехал в Да. Россию и там продолжил бокс. Да. А по разряду у тебя какой разряд меня имеется? Разряд имеется, у меня бои около 60, из них победа 53, Мгм. 7 положения, и из них победу 15 боев досрочно. А ты КМС или мастер спорта по боксу? Нет, еще не успел. Еще не мастер, да? Нет, все любитель. Мгм, услышал. 60 боев, 50-30 сказал победы, да? Да. Отлично, отлично. Эрнест, Добро Всем пожаловать вновь. ассалам алейкум. алейкум салам. Я Рад думаю, вернуться. наша публика тебя знает. Как ты? Всё Давно тебя хорошо. не было? Подготовился, рад вернуться в Лигу Номад. Очень скучал по боям. Смотрел выпуск в августе. Мгм. Готовился я на август. Правда, руку сломал, поэтому я выбыл на 3 месяца. Как Сейчас сейчас? чувствую себя хорошо, все отлично. Подготовился. Будем удивлять. Как тебе твой оппонент? Насраллах? Да, хороший пацан. Так, профиль посмотрел, особо ничего не увидел. Но не будем недооценивать. Это ринг. Тем более с Узбекистана. Узбекистанская школа бокса тоже хорошая. Думаю, закатим хороший бой. Мгм. Да, Наслав, ты в курсе, да, вообще про Эрнеста смотрел его страничку, может быть? Узнавал, откуда он? Он сам из города Караганды, да? Из Карагандинской области, извиняюсь, город. Караганда, Майкудук. Майкудук, да. Как Triple G. всем в Казахстане это известно, что именно вот наш всеми любимый Геннадий Головкин родом оттуда, поэтому это считается вот кузницей наших боксеров. Откуда ты из Узбекистана и чем славится именно вот твоя какая-то часть, может, по спортивной Я из части? Узбекистана, город Андиджан, Ага. из Карасу. Может, передашь ассаламу алейкум своим ребятам, которые нас Салам смотрят? алейкум, город Карасу. Андижанда да бокс державасы ғой ол Өзбекстанның. Я. У нас Мықты бокс школа боксерлар хорошая. бар. Андижан, да? Да, из Андиджан. Я узнаю андижанскую польку. Очень интересный танец такой есть. Да, есть, брат. И там еще хорошие боксеры. Да? Круто, круто. Очень развитый спорт. Насраллах, можешь рассказать немного про свой стиль? Потому что вот мне интересно, я про тебя мало знаю. Вот как ты дерешься? Больше напирающий такой боец или техничный? Ну, не знаю, как получится. Стараюсь удивить всем, зрителей, хороший бой показать. Посмотрим бои. Увидите. Бой покажет. Бой покажет. И вопрос еще один. У фельдшера, у Эрнеста есть опыт? Он уже дрался, получается, в Да, Шингар, я да? смотрел. Вот у тебя же не было опыта в ММА-перчатках драться, боксировать или был? Я еще по ММА дрюсь. А, ты еще по ММА Да, дерешься? по любительски, да, в стрельку выступал. Вот последние 3 месяца назад я в стрельку выступал, досрочно победил там тоже. Ну, Круто. красавчик. А? Не, классно говорю. Значит, Спасибо. у тебя есть опыт уже. Шингард это... Это первый бой, да, по ММА? У меня по ММА любительски есть М. много раз. И у меня профи есть там один положение в 2020 году. Я подрался. Вот сейчас я очень активно наблюдаю, как в Узбекистане развивается именно ММА, да, сфера. У вас когда вообще образовалась федерация? Буквально года 3 назад, да? Но уже мы видим бойцов с Узбекистана в UFC, да? Махмуд Мурадов, яркий представитель тоже. Да, и Махмуд Мурадов, Зару Хадаш, ну, Лилия Шакирова. Зару Хадашев тоже, да? Он с Да, Узбекистана? да, да. сам? У нас еще 3 боя есть под UFC. А кто третий? Зару Хадаш, Заруха и я знаю. Лилия да. Шакирова и Махмуд Мурадов сейчас. А, вот Диля Шакирова, да, еще? Да, и еще Саид Да, Якуб, еще. он сейчас живет в Америке, поэтому многие не помнят его. Мгм. Он там живет, в Америке. Ну, у нас, правда, сейчас развивается ММА, поэтому мне самому интересно стало здесь участвовать. К сожалению, не мог. Вот ребята участвуют. Мгм. Думаю, трудностей не возникнет никакие. Бабур, кстати, вот я, раз мы перешли сразу на тебя, хотел спросить. Я видел видео, где ты выступаешь перед президентом Узбекистана. Да. Можешь рассказать про это видео немного? Ну, Что там было, что за да, выступление? я выступал просто от имени спортсменов. Я там выступал и сказал, какие у нас проблемы у спортсменов. И у многих спортсменов бывают проблемы с деньгами. Вот, участвовать в соревнованиях и пикировке, вот, питание, вот, много денег требуется. Вот я и президенту сказал, к сожалению, многих спортсменов я не мог это сказать. Но президент услышал меня, спасибо ему. И многих моих учеников без экзамена приняли, училище без экзаменов. И сейчас у нас в городе Карши строят современный зал,
который может заниматься и ММАшники, и грэплеры, и боксерские занятия можно проводить. Короче говоря, хорошо было с президентом общаться и сказать от имени спортсмена проблемы. Вот решили некоторых проблем. Еще у нас много проблем сейчас. Решаем, иншаллах. Ну что, давайте тогда перейдем обратно к паре Насралла и Эрнеста. Это Амстердам уже. А, уже сразу Амстердам? Может, есть что добавить? Да, особо Обратись к добавлять публике, нечего. может быть. По тебе, Эрнест, на самом деле скучали наши ребята, наши подписчики. Я часто замечал в комментариях, что где фельдшер, ждем его. Мне много тоже кто писал в Инстаграме. Почему, где твой бой? У тебя же фан-страница даже есть, да? Даже фан-страницу создали. Причем это не мои знакомые, это вообще с другого города создали мою фан-страницу. Ну, Круто, круто. Прикольно. Я только рад, да, всему подобному. Поэтому, если у вас больше нечего добавить, Насралла, может быть, что-то еще скажешь? Если нет, то перейдем к Стердауну. Я хочу поблагодарить свою команду, которая мне гонять вес помогли. Усманака, Голубака, моему тренеру, и в России Владимир Владимирович Кошелов. Вам огромный респект, огромное спасибо за то, что тащили в этом спорт меня. Если без вас, я бы тут не стоял. Перейдем к середине. Первый бой фельдшера своей весовой категории. Посмотрим вперед. Все, спасибо. Я пока вот мы не перешли к другой паре, Насралла, хотел спросить, у тебя вот, получается, худи твой с этим значком. Я часто вижу на многих узбекистанских бойцах, да, именно топовых, именно вот этот знак. Можете объяснить, что это такое вообще? Мне тоже интересно стало. Еще раз? Мне тоже интересно было. А, ты не знаешь, да, Не, это что? еще А не что знаю. обозначает, может быть? Бабур, может быть, Потому что сам недавно приехал из России. Вот поэтому. Все, услышал. У меня долгое время не был тут. Это у нас бренд одежды Мгм. и спортивные пикировки. Это, многих спортсменов спонсируют эту фирму у всем. Ну, хорошая одежда. Но у нас есть два бренда в основном, Букабоксинг и этот. У всех. Ну, Бука Боксинг также является нашим партнером в экипировке. Все знают, где взять лучшую экипировку. Да, и Букабоксинг является и моим партнером тоже. Так что хочу поблагодарить им. Все, Бука, спасибо. Ну что, мы перейдем дальше к обсуждению очень интересного противостояния, так как здесь будут драться два профессиональных боксера. Исламбек Пирманов, Бектас Касенай. Boxing champion, Bектас Касенай! Исламбек, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Прежде чем ты расскажешь про себя, я вот от себя добавлю, я знаю, что ты чемпион WBC Азии, верно? WBC Азия и Балтийские славянские страны. Еще плюс Евразия. Еще и Евразии. Расскажешь немного о себе публике нашей? Да, я занимаюсь боксом, я 6 лет уже занимаюсь, давно. Но занимался я в России был и жил, родился в России. Сюда я приехал 2 года назад. Там я боксировал по любителям. В сборной был, сюда вот 2 года назад приехал, и здесь уже я начал свою профессиональную карьеру. И вот по профессиональной карьере у меня вот все пояса, все бои вот за 2 года, за последние 2 года. То есть я практически через каждый месяц боксировал. Рекорд можно узнать? У меня сейчас 6-0. 6-0, да, идет? Сколько из них нокаутов? Все. Все нокауты? Да. Ух ты. Вау. А вот ты сказал, ты был в сборной, получается, по боксу. Это сборная России? Да. Мгм. 3 года я там. В каком городе ты проживал? В Ярославле. Ярославль. Да, это от Москвы 200 километров, Ярославле. Хороший город. Хочу тоже привет передать. Воспользуйся случаем. А вот еще один вопрос тогда, получается. Ты сказал, что вот в профи буквально недавно выступаешь. По любителям как? По любителю у меня Есть за интересные цифры? 300 боев, я точно не знаю. Больше 300 боев? Ну да, я с 6 лет занимаюсь, и я начал год, с 7 лет, можно сказать, я уже начал кататься, там, сборы, соревнования. Бывало даже, на одни соревнования приеду, не успевал, домой приехать, уже там Сразу с других на другие. соревнований на другие, да.
в России очень часто катали, вот, поэтому очень, ну, достаточно Ну, боев. круто. мне Опыт, полюбительно. конечно, бешеный. Я пока еще не слышал больше 300 боев от... Не, как? почему? Да, из всех бойцов, которые у нас участвовали, боксеров и так далее, не было такой У любительской Головкина карьеры. даже меньше, бля, в любительских боях от 300 не Да, было. часто переводит в Россию соревнования по боксу. Очень Поэтому часто, да, Очень да, часто. проводят. Да. Даже, можно сказать, каждую неделю. Бектас, Ассаламу алейкум всем. я думаю, тоже же вопрос и к тебе. Немного, может быть, расскажешь про себя. Біздің аудиторияға дегендей. Меня зовут Бектас, прозвище Бек Тайсон. Очень приятно. Всем еще раз салам алейкум. Желаю всего самого наилучшего всем. Я занимаюсь спортом, боксом, тренером являюсь. Тренером файт-клуба. Файт-клуб, респект вам. Записывайтесь на тренировку. Группу набираешь, Бектас, еще? Есть еще места в группе? Есть. Все, ребята, знаете, куда обращаться. Город Алматы, Fight Club. До 105, не забудь. Да, с Fight Club Адрес. мы, в принципе, хорошо работаем. Бек Тайсон, потому что Тайсон, верно? Ну да, Прозвище. я по молодости там бывали на улице, там вырубал. В 13 лет первый раз, короче, мужика вырубил. И после этого... 13 лет? В 13 лет, да. Мужику под 50 было тогда. А у отца, у самого, отец сам в шоке был тогда. А за что, братан, вырубил мужика? Ну, он с отцом там начали. А, И отец повернулся на меня, говорит, сынок, давай. Я сам не понял, как я его вырубил. По плечу дал, он на меня повернулся. Правый примелся, тот этот. А ты со упал. скольки лет боксом занимаешься, получается? Ну, с детства я занимался, потом как по обстоятельствам в поселок переехали. И там жил, там не тренировался. Так, для себя. И после 9 класса я вышел в город и начал тренироваться. По профрекорду у тебя сколько? 8-1. 8-1, да? Да. А по Любителя. нокаутам? Там нокаутов не было, но 2 досрочных. Два заканчивал. досрочных, да, было? Это два досрочных как? Отказ соперника был или полотенце, может быть? Так. Или остановка врача? Отказ секундантов. Отказ угла, да, был? Очень, знаешь, Отказ интересный угла. момент добавлю. Бектас, получается, по профбоксу побеждал Ануарбека, мотиватора, А, соперника да. Эрнеста. Да. Да, не хватает нам Ануарбека. Ты тоже достойный соперник, Ануарбек. Да. Я, да, вот видел отрывки вашего боя. Бой был, А вы в хороший бой. каком году встречались? Ну, в прошлом году, по-моему. В прошлом, В да. прошлом, да, году? Я вот Тоже туда- в этом МТК, да, было, кажется? Да, в МТК был. да. По Ануарбеку есть вообще комментарии? Ты же выступление наверняка здесь видел против Эрнеста. Блин, если честно, не смотрел. Не успел, да, смотрел, еще? да, не успел посмотреть. Ну, а Нурбек, что сказать, он хороший, достойный. Самое главное, у него характер Да. боевой. Молодец. Согласен. А вот по любителям, Ануарбек, салам алейкум. по любительской карьере По расскажешь немного? любительской тоже боксировал несколько лет. Боев около 200, наверное. Тоже, ну, там такие соревнования, не такие большие. На больших турнирах тоже участвовал. Ну, там наверное, около 50-60 боев. Бектас, я, если честно, вот наткнулся в интернете на одно видео. Там вот говорилось о сложном пути твоем, нелегком, точнее, там был некий диагноз, который ты преодолел. Можешь, пожалуйста, поподробнее об этом немного рассказать? Да, было у меня в 2013 году, у меня выявили порок сердца. Я с Финляндии как прилетел, оттуда прилетел, и, ну, короче, самочувствие там, то все плохо было. Оказывается, порок сердца было. Ну, по воле Всевышнего я здесь. Потом в 2017 году рак легких. Вот, я про это, да. Да, рак легких было. Там врачи вообще поставили крест, хотели отрезать легкие, где поражение было. Серьезно? Хотели удалить, да. Ну, по воле Всевышнего я не дал себя, не лег под нож. Говорю, если умру, то целым, короче. Ну, Очень смело, на самом мама деле. замотивировала меня. Я не хотел, мама тоже у меня чуть-чуть болеет. Каждый год 2-3 раза мы проводим ей лечение. По воле Всевышнего она тоже до сих пор с нами. Ну, как видите,
врачи, там, то, все. Самое главное, мотивация жить. Да, Жить, конечно. да. Воля Если к человек жизни. захочет жить, он будет жить. А там болезни, то все это все. Ну, Бектас, Проблемы не в жизни. Не знаю, как остальные, я лично сам тебе поаплодирую, Да, потому честно, что красавчик. действительно... У зрителей могут возникать вопросы, откуда у меня выявился рак. Я после 9 класса я выехал в город, жил в спортзале, а спортзал у нас в подвале находился, да. И 8 лет прожил, и там я заработал. Но бывали моменты, когда просыпаешься от запаха канализации, и всю ночь его чистишь, короче. Я вот, И- Бектас, честно, на тебя смотрю, да, ты такой позитивный парень, но с такой историей тебе огромное Ну, уважение за то, что да, ты да, держишь у позитив. у каждого человека в жизни бывают трудности, то все, это нужно преодолеть и улыбаться, ходить. Быть чемпионом не только в ринге. Улыбка дарит теплоту, да, правильно? Конечно. Однозначно, однозначно. Да? Улыбаемся и пашем, это мой девиз. Мне очень Хайп-клуб нравится это атмосфера знает. этого выпуска. Ну, парни, вы, по-моему, видно, что вы Да, профессионалы. я посмотрел Исламбека, там бои, то все, достойный соперник. На улице мы с ним познакомились, хороший человек, достойный. Желаю удачи, только красивый бой показать. Желаем красивый, достойный бой показать. И любви Да. такой арасында. И это, не, любви не надо. Достойный бой, шоу показать, да? Хорошо. Сейчас готов к Главное шоу. без травм. Желаем без травм, чтобы Да, главное, без травм. прошло. Ехал сюда, говорю, ну, думал агрессию, соперник будет агрессивный, думал. Он Здесь агрессивный и иду, так просто И он этот, тихо сидит. Исламбек, говорит, зовет, так смотрю, и, ну, шоколадку мне Казахстан подарил. Это Спасибо. наши Это от любви. Мне приятно, на самом деле, очень приятно. От За души. гостеприимство его также приятно очень. Я думаю, это будет очень мощный, техничный такой бой. Вы не филигранный. смотрите, что эти парни так дружелюбно общаются, я уверен, что бой будет лютый. За рингом мы родные братья, обнимаемся, то все. Когда на ринг заходишь, это ринг, это спорт. Согласен. Так что с ринга выходит только сильнейший, правильно? Так что за рингом мы все общаемся хорошо, дружим, то все. На ринг заходим, отбоксировали, как враги последние, да? Но за рингом выходим и общаемся Вот нормально. это настоящий настрой, да, Да. спортсмена? Да, достойно. Вот так и должен профессиональный боец себя вести, вот так и должен. Я считаю так. Кто ты, воин? На тебя Из смотрят, не Хошмамбета. понимают парни, что ты говоришь. Да, Виктас, честно, очень приятно было выслушать Взаимно. тебя, да, опять же, узнать твою Кстати, историю. я хотел передать всем своему поселку Хошмамбет, ассаламу алейкум. Из Хошмамбета я. Хошмамбет — это Карасайский район, Мгм. село Хошмамбет, короче. Жители Хошмамбета, будьте на связи. Через неделю увидите в бой своего, получается, земляка. Какой адрес? Масса 45. Исламбек, а есть ли еще что-то от себя добавить, кому-то, возможно, что-то передать? Не хочу добавить, просто я как бы вышел, да, сами знаете, на короткое уведомление на этот бой. В дальнейшем моя цель вашей организации это 57, то есть однозначно. 57, Эрнест, это много хороших вызовов Да, появляется. 57, я В готов, очередь топов не становиться, самых, топовых ваших, как бы бойцов ваших давать, я готов в следующем бою как бы сейчас подготовиться. И на следующий ваш турнир как бы давайте мне какого-нибудь топа, и в дальнейшем я пояс 57, он будет мой. На Это самом деле, однозначно. Бектас Касинай, мне кажется, даже при всем уважении к бойцам нашей лиги, да, Бектас Касинай, мне кажется, на уровень чуть выше бойцов нашей лиги. В любом случае, профбокс имеет такой опыт за спиной, да, опять же, поэтому оппонент у тебя достойнейший. Не, к оппоненту вообще нет. Я говорю, он как-то позитивный, да, человек. И, ну, я человек взаимный, как бы, какой привет, такой ответ, как бы. Он сегодня встретил меня, в Ташкент приедет, я его вдвойне встречу хорошо, как бы. Ну, спасибо еще раз, организации спасибо за возможность. Исламбек, я тоже также принял на коротком уведомлении, из-за этого я ниже 65. Но несмотря на это, Да. как бы, я закачу бой однозначно. Завтра будет Да. тяжело тебе очень, брат. Желаю удачи. Строим стердаун.
Все, спасибо. Титульный партнер турнира – компания Олимбет, ставший лучшим букмекером по итогам премии РБ 2022. Олимбет предоставляет широкую линию ставок на события и матчи, дарит бонусы и делает эмоции от побед еще ярче. Себебі біздің бонустарымыз өте жағымды. Олардың дәмін татып көруге болады. Олимбеттің бонус клубына қосылып, ақшалай 20%-ға дейін кэшбэкке қол жеткізіңіз. Олимбет. Ну а мы идем дальше. И последняя пара, которую мы сегодня обсудим, это поединок между Хайратбеком Жарикеевым и Хакимовым Муртазой. Муртаза, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рад видеть тебя здесь. Получается, также на коротком уведомлении принял этот бой. Я знаю, что ты даже дерешься не в своей весовой категории, но при этом ты изъявил желание подраться. Как я понимаю, Бабур будет переводить за тебя, верно? Да, sani ko'rganimizdan xursandmiz. O'zingni esingda ushmayapsan, rahmat senga deydi. Assalomu alaykum Qozog'iston. Assalomu alaykum. Nima deydi? Bu ana shu organizatsiyaga rahmat. Avvalo shu jang so'raganimizda yo'lmay jang tashkil qilib berganlari uchun. Bizga vesni qizig'i yo'qda, muhimi shu o'zimizni jangovar xarakterimizni boyda ko'rsatamiz inshaalloh. Peshonamizga taqdirlagan bo'lsa, g'alaba qozonamiz. Всем ассаламу алейкум. Спасибо, что предоставили возможность выступать здесь. Он говорит, мне без разницы, о каком весе участвовать. Главное, чтобы показать свой бойцовский дух. Короче говоря, он хочет драться и рад, что участвует здесь, в таком соревновании. И, иншаллах, завтра будет показывать хороший бой. Бабур, можешь рассказать про его спортивную карьеру? У него спортивная карьера, он сейчас в основном дерется по рукопашным боям по правилам. И у него профессиональный бой только один по правилам джиу-джитсу, файтинг. Профессионально. Он один раз дрался там и выиграл досрочно. У него очень жесткий удар, у него очень хороший партнер, но он и также стойкий, хорошо дерется. У него физически очень хорошая сила. Поэтому он вам сказал, что пусть он выглядит сейчас в одежде маленьким, но у него сухой мышечной массы и хорошая взрывная сила. Поэтому я верю, что он завтра покажет, ну, так сказать, не будет мешком и будет работать. Даже я надеюсь, что при всем уважении он попытается вырубать своего соперника. Я на это надеюсь. Потому что у него соперник опытный и очень техничный. Поэтому он полагается на свой мощь и подвижность. В общем, боксировать он не планирует, да, с Хайратбеком в ближайшее время? Ну, он собирается устроить Рубилова. Да, конечно, он планирует драться. Сейчас мы знаем, что по технике он не потянет, потому что опыт не хватит. Но у него очень, я так сказал, физическая сила у него в стране. Поэтому будем надеяться на хороший бой. Хайратбек, сразу тебе вопрос. Как, готов к зарубе? Ребята настроены не боксировать вообще? Как себя поведут, так и будем. Я тоже спортсмен, но никогда бой не идет так, как мы планировали. Никогда. Потому что соперник всегда непредсказуем. Поэтому посмотрим. Я говорю ему, ты послушай меня, сделай то, что я тебе сказал, преследуй наш план, все нормально будет. Бабур, кстати, сразу же про тебя хотел спросить. Ты должен был у нас подраться, мы, по сути, уже договорились, но, к сожалению, получил травму. Я помню видео. Можешь рассказать немного про эту травму? Ну, это у меня старая травма. Я получил ее где-то год назад. Потом еще раз повредил руку, и там начинался появляться гной. Доктор смотрел, хорошо он что смотрел, а то я хотел подраться. Сказал, пусть я буду драться, но укол какой-нибудь обезболивающий делаю и буду подраться. Рука опухшая стала, и доктор сказал, что надо убрать гной, а то для костей вреднее будет. Сейчас я убрал, ну, мне уже предлагали бой по правилам ММА, я, к сожалению, примерно месяц не буду подраться, потому что надо поправить, во-первых, свое здоровье, потому что мы, хоть и мы спортсмены, мы бойцы, но мы пашем ради семей. Потому что если мы будем болеть или что-то случится с нами, трудно будет нашей семье. Поэтому в первую очередь здоровье.
Ну, я помню, Бобр, как ты своему менеджеру тоже говорил, несмотря на травму, я все равно готов. Он писал, я вылечу, говорит, я не буду подводить лигу, я пойду подерусь, одной рукой, говорит, буду драться. Говорю, зачем одной рукой? Но это было очень... Дух воина. Ну, я уже третий раз уже отказываю от боев, потому что я должен был по правилам ММА подраться, получил травму, отказался из-за этой травмы, кстати. И не хотел подводить, потому что люди постарались, устраивали бои, рекламировали. Я очень хотел, но тренер сказал, что нельзя. Значит, тренер сказал нельзя, значит нельзя. Правильно. Но на следующем турнире мы тебя увидим. Иншаллах, иншаллах. Кстати, хотел бы с вами очень сильно сотрудничать, потому что у нас очень хорошие бойцы, очень хорошие бойцы, есть боксеры. К сожалению, в коротком уведомлении я не мог найти хороших боксеров в других весовых категориях. Но в следующий раз со мной приедет очень большая команда, надеюсь. Ну, здесь я всегда мечтал подраться по правилам кулачных боев. Я всегда представлял себя зарубаться там. Потому что я занимался тэквондо, а там всегда мне попадались борцы. Мне не получается зарубаться. Вот хотел, ну, не получилось. Ну, Всевышний так хотел. У тебя весовая категория какая вот, на следующие бои? Твоя удобная? Это настоящая у меня весовая категория 77 сейчас дерусь. 77, да? Да, ну, пока что один раз получал, но только 77 драться. Ну, остальные 80 и 83 килограмма. Вот в этом бою я тоже хотел подраться. На 84. На 84. Да. Ну, пусть подерут, ну что, это спорт, мы работаем ради этого. Я думаю, можешь кинуть вызов нашим бойцам со среднего веса на следующий турнир. Я, к сожалению, многих не знаю, но я готов к вызову. Я, если честно, не люблю гонять вес, поэтому я готов драться на 84 килограмма. Ну, знаю, у вас много хороших боксеров. Казахстан это страна хороших боксеров вообще, борцов, боксеров. Поэтому я готов подраться с кем угодно, но только дайте мне подготовиться и хороший гонорар. 84 замечаю здесь. Да, ожидается, да, серьезно. Извиняюсь, могу добавить? Да, конечно. Я хотел бы изъявить желание, да, вот, подраться с этим победителем пары. Вот. Хайратбек Жарикеев и как зовут его? Муртаза. Во-первых, бой с Муртаза, например, помог бы мне в медийном плане, да, вот он узбек, Узбекистан и Казахстан всегда соревнуются в любительских соревнованиях, да, вот сколько медалей в Казахстане, сколько медалей у Узбекистана, да. В этом плане. И если, иншаллах, победит наш брат Жарикеев Хайрат, у него любительский, богатый опыт. И он в последнем бою говорил то, что он, да, принимает любой вызов, любой бой. 84-93. И я хотел бы изъявить, желание с ним подраться. Да, вот у него богатый любительский рекорд по кикбоксингу. Но опять же, кикбоксинг это не бокс. Он вырубал людей ногами, да, например, по большинству, да, братан? Брат, руками. Руками? Не видел я. Я хотел... Я слежу за ним, я просто по инстаграму слежу за ними, да, ногами вырубал, но все-таки... Ну, я хотел бы извиниться, брат, но сейчас вы спросили, сколько у него вес. Я думал, он весил 76 чем-то неделю назад. Он сейчас весит 73 чем-то. Поэтому давайте организуем бой для него на 77, например, на следующем турнире, с кем угодно, он готов драться. В этот раз, может быть, я подерюсь с этим спортсменом. Хороший бой получается. Мне на самом деле нравится здесь атмосфера, потому что приятные люди, приятные спортсмены. Тогда останься. Иншаллах. Муртаза есть вызов к вашему бойцу. Он дрался здесь, всем известный Эркабулан Тохтар. Я слышал, у вас откроется ММА тоже, да? Планируем. Планируете, да? Если откроется, он хочет подраться с Эркабуланом. По правилам ММА. С Эркабуланом многие хотят подраться. У них еще есть незаконченное дело с Адельхоном. Да, если не ошибаюсь, у них должен быть скоро бой. Да, Адельхон будет драться с другим бойцом. Да? С другим бойцом. Он сейчас... они не могут договориться в весовой категории. У меня вопрос, откуда у всех узбекистанских бойцов такое дикое желание именно с Эркабуланом Тохтаром подраться? Потому что Эркабулан выиграл двоих наших бойцов, и Адельхан, я честно, я не думал, что он выиграет Эркабулана. Я сам не думал, что у него взрывная сила, но у Эркабулана больше техники, больше это опыта было. Ну, Бог так хотел, Аллах так хотел.
что я думаю, Иркебулан думал, что легко победит Адилхана, поэтому это у него была главная ошибка. Это бой, это нельзя предсказать судьба боя. Поэтому мы много раз видели, много раз сами участвовали в таких боях. Поэтому, может быть, они подерутся, но это будет хороший бой. Главный бой будет, думаю. Все хорошо. Ну, в любом случае, Еркеблана мы еще, дай бог, увидим в нашей лиге. А вот по поводу оппонента мы услышали ваше предложение. Хайратбек, ты говорил, что ты своего прошлого оппонента удосрочишь, который был до этого. Какой настрой сейчас? Ну, настрой по-прежнему всегда такой же будет, выйти и удосрочить. У всех, наверное, такое. Ну, каждый человек должен быть в себе уверен. Ну, если не уверен, зачем приходит сюда? Конечно. Я думаю, будет хороший бой. Вы сами знаете, это 4-й соперник у меня уже. Да, есть такое. Да. До этого были очень медийно раскрученные. Да, были, бойцы. Объяснимся хорошие, тоже да. по этой ситуации, Хайратбек, как матчмейкер я тоже ворвусь, да, в эту тему. Да, действительно было 3 предложения на бой с тобой, были согласия, но, к сожалению, это уже было вне нашей политики, опять же, да, то есть здесь никак Намат не мог сыграть какую-то роль, чтобы эти ребята приехали, поэтому, к сожалению, твои бои медийные сорвались, но в любом случае оппонент есть, дата есть. Да, спасибо вот оппоненту, красавчик тоже. То, что главное Я вышел. думаю, надеюсь, на следующий турнир, в январском турнире, я хочу вот встретиться вот с Абубакаром Сулеймановым. Абубакар Сулейманов. Да, или же с Эмиром. Вот. Утилизатор, который, да, из с Хардкора? утилизатором. Вот, с ними хотел бы встретиться, если они готовы. На 84. На 84 Ну, как я знаю, или Эмиль хотят- не 84, он 77 дерется, а вот насчет Абубакара, я думаю, мы сможем с ним Да, пообщаться. вот можно с Абубакаром тоже. Абубакара мы планируем подписать в нашу лигу, получается, поэтому он тоже изъявлял желание с тобой подраться, был готов. Я думаю, что на следующем турнире мы это сделаем. Я готовился вообще на другого. Потом Ну. вы мне скидываете это, потом этого, потом другого. Я сюда приезжаю, вы мне другого. Уже Уже без разницы, короче. без разницы. Хайратбек, на самом деле, тоже из того же калибра, что и Диас, который не спрашивает, кто оппонент, он тоже узнает только дату, и то через Муратбека узнает дату, он даже не знает, кто это, что это, он просто приезжает драться. Он мне как звонит, у меня для тебя, говорит, новость. У меня для тебя хорошая новость. Я думаю, нифига, там что, гонорары поднимает или что? Он говорит, твой соперник поменялся. Я говорю, все, спасибо за новость. Да. Хочешь А. Муратбеку что-нибудь передать? Он, к сожалению, не смог Муратбек, присутствовать. да, кстати, как вы знаете, у нас очень много чемпионов сейчас в зале, и у нас идет открытая гонка поясов за поясами. Ух ты. Я, кстати, Вот. наблюдал, да. Так что я максимально заряжен, и вот пацаны в зале, они заряжают каждый Мгм. день. Каждый месяц кто-то пояс привозит. Сейчас в команде Тобета сколько поясов? Сабит взял Fight Nights пояс, Коля NFC, Мага NFC, Диар Eagle FC. Диар, он, Да. по-моему, чемпион в тяжелом, да, весе, Да. если не ошибаюсь? Игры от 4 пояса пока. Ты хочешь 5-й, да, пока что притащить Иншаллах, на Матовске? 5-й. И еще здесь тоже дерутся, вот будет драться за 5 миллионов. Тоже пояс, по-моему, будет там. Да, 77 килограмм у нас в Гран-при идет. 7-7 будет. Вот тоже наш братишка, тоже младший, дерется. Вот Черзот тоже у них будет хороший бой. И вот, надеюсь, тоже он заберет пояс. Мгм. И Вы вот, хотите одновременно 2 пояса в Тобет от Намада притащить? иншаллах. Мы, короче, готовы, заряжены. Настрой отличный, да, Газпол. Как тебе вообще Намат, как тебе прошлое выступление? Намат очень, да, очень мне хорошо понравился. Как бы это дебют был. И организация тоже спасибо, что дали возможность. Как я вам сказал, буду радовать своим выступлением вас, публику, всех братьев. И всех, короче, буду радовать. В прошлом бою сказал, что ты в наихудшей форме. Да, Как сейчас я был оцениваешь? тогда, да. А сейчас, как вы видите, я гоняю на 84. Мгм. Целых 13-12 скидываю. Вот остались последние килограммы. Да, внешне тоже видно, что ты Да, подсушился. последний килограмм. И я заряжен и очень хорошей форме. А вот еще сборная Казахстана по боксу. Вот уехали на чемпионат Азии. Мгм. И они вот вместе с нашим залом тоже тренируются. Мы, братья, тоже все общаемся. И им Рахмет, Аскар Иркибаев, тренер. Тоже Айбек Нурбек, тоже пацаны хорошие. Мгм. Вот с ними мы тоже сборы проходили.
И, Полноценный лагерь, да, в общем, да, был с полноценный боксерами? лагерь, да. И вот у меня еще, я здесь отдерусь, и у меня впереди чемпионат Азии, и чемпионат мира идет сразу. И как бы я... Мы уже- желаем только побед тебе, Хайратбек. Да, Хотим спасибо. на Удачи и следующей побед. конференции услышать, Самое что у тебя главное, еще без один титул. соперника, без соперника, Не самое остаться, главное, да. без травм. Самое главное, без травм. У меня вот вопрос для Муртазы, ну и, соответственно, для Бабура, да, сразу. Вот только что Хайратбек сказал, то, что он на 84 гоняет, сколько сказал, 12-13 Да. килограмм. Ну, соответственно, можно легко посчитать, да, сколько он весит. Не играет ли, ну вообще, как влияет вот эти 20-25 килограмм, да, между разницей? Какой-то есть план? Должна же быть в любом случае какая-то фишка. Да, Саня, это куб история, 15 килограмм. Саня разница кмертум, не знаю. Но он говорит, как бы сказал, что без разницы, какой соперник, я готов драться. Но это очень плохо, я думаю, вы сами видели, сколько раз. Ну, бывали, наверное, моменты из 100, один там, ну, который, да, не имел значения. А в большинстве случаев это опасно, думаю. Ну, по поводу весовой категории, мы только что с ним общались. Ну, вы уже сказали, что 13 килограмм гоняли, еще гоняете. И, во-первых, я тоже гонял вес, например, 10 килограмм. Он сейчас недовесом ходит. Во-первых, мы не хотели подводить эту организацию. Рахмет, да, спасибо, что спасли. 2 минуты, 3 раунда по 2 минуты. Например, не очень-то будет... Почему 3 раунда? 5 раундов. 5 раундов, да? Да, 5 раундов. Брат, я тоже так думал, 3 раунда по 2 минуты будет это легко. Ну, просто я но- дрался по правилам, вы же сами дрались, да? Я дрался по правилам ММА, там же 5 раундов по 5 минут и 3 раунда по 5 минут. Я думаю, парень справится, потому что мы с ним работаем в зале, боксируемся, и я думаю, завтра будет, иншаллах, все будет. Иншаллах, всё на воле Всевышнего, брат, всё. Я здесь, чтобы оберечь ее здоровье. Во-первых, если что-то будет идти не так, я сам здесь, ну, это бой, нельзя Конечно, предсказать. Нет, всякое может быть, он может выиграть даже. Да. Может, я весогонку сейчас, мне как бы тяжело будет. Вот, поэтому главное, он хочет драться. Я сказал ему, соперник будет тяжелым, соперник будет высоким, соперник Вот будет я же физически говорю, сильным. самое главное, да, верить Да. в себя, он верит. Верить в себя. красавчик, Ну, да. иншаллах, если все Он нормально будет, нормально будет. В следующий раз в своей весовой категории он будет участвовать. Да, Ну, иншаллах. сам в детстве дрался, вот 61 весил, но 70 килограмм дрался, пришлось. Ну, поэтому не будем думать о плохом, надеемся, Конечно, брат, да. надеемся на хорошем. Поэтому завтра покажет бой. Иншаллах, да. В общем, он готов, Хайратбек. Все, я рад, что он готов. Ну, уважение за его уверенность. Красавчик, брат. Я извиняюсь, Муртаза, я так не спросил, тебе сколько лет? 91 года. 2001 года. 2001 года. Это уже Хайратбек, уже второй оппонент, да, который Второй тебя оппонент, младше который, почти да. на 10 лет. Ты вроде как учителя, да, выступаешь сейчас, как я могу понять. Но, опять же, Вроде. ученики бывают разные, Хайратбек, скажу сразу. Вроде посвятителя их посвящаю. Ну, отлично. Вновь тогда увидим уверенность в себе, молодость против, естественно, опыта. Ну и такой же уверенности в себе, Хайратбек. Опять молодость, опыт. Хорошо? Я думаю, что мы вот для зрителей не упомянули один момент. Исламбек, получается, с Бектасом и Хайратбек с Муртазой дерутся в 5-раундовом бою. Они будут возглавлять, получается, главные бои своих выпусков. Поэтому честь. давайте пройдем, наверное, к середине, устроим стардаун. Да. Ну а по завершении выпуска мы переходим к нашей постоянной рубрике «Самый сильный панчер», где мы замерим силу ударов наших бойцов. А мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Самый сильный панчер», где мы выявляем силу удара присутствующих бойцов. Поэтому первую пару, которую мы хотели бы позвать, это Нурсултан и Магомед. Можно вас к середине? Да. Замерим ваши удары. Я думаю, гостя пропустим.
Мощно. 792. Удар за Магомедом. Нурсултан. Попахивает новым рекордом. Ух ты. Почти. Нурсултан, можно, пожалуйста, сюда? Хорош. 967. Пока что рекорд за этот выпуск, а мы продолжаем дальше. И хотели бы позвать сюда Абая и Диаса. Ора, братан. Давай, давай. Первым начинает Диас, Ажибай. Черный тигр. Ударил у нас 800. Как 17, и обещал, 18, 19. Хорош. Мощно. Абай Тулеш. Удар правого боксера. Ух ты. Близко. Прям одинаково бьете. 760. 800, извиняюсь, 65. Рахмет. Эрнест, Насралла. Можно вас в середине? Сейчас парни покажут, что вес не имеет значения, верно? Бойцы на легчайшей весовой категории. 57 килограмм. Удар от фельдшера. 550. 562. Насралла. Неплохо, мощно. Я думаю, 650. 700 аж. 705, 706. Хорош. Рахмет. А теперь хотелось бы позвать также профбоксеров. Это Бектас и Исламбек. Нет, после тебя. Гостей пропускают. Ух ты. Ты же 55, да, выступаешь? Да. Вот доказываешь, что весовая категория не имеет значения. 834 за Исламбеком. Удар Бектаса. Близко, очень хорошо. 744 получается. И последняя пара — это Хайратбек и Муртаза. Парни потяжелее. Делай. Делай. Пропускают. И 739, 740 за Муртаза. Хайратбек. Ты не вкладывался, да, по-моему, я смотрю. 660, 773. Бабур, есть желание попробовать? Ну, могу. Только правый не буду. Вообще не могу. Хорошо. Удар Бабура. 714, 715, 716 левой рукой. Хорошо, отлично. Дорогие друзья, на этом моменте наш выпуск подошел к концу. Ровно через неделю мы выясним, кто же станет победителем в этих парах. С вами был Nomad Fighting Championship, Мухамеджан, Нурдавлат. Увидимся скоро.